Это актуальное интервью в студии. Петр Васильев, здравствуйте. Комитет семей воинов Отечества действует с января 2023 года и был создан по инициативе президента России Владимира Путина и при поддержке главы Якутии. Он стал площадкой, объединяющей государственные структуры, общественные организации жителей республики для помощи защитникам Отечества и их близким. Гости у нас в студии сегодня Альбина Винокурова, первый заместитель руководителя регионального отделения Комитета семей воинов Отечества в Якутии, председатель районного совета депутатов муниципального района Нижнеколымский район. Альбина Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте, Петр. Я предлагаю сначала поговорить о вашей депутатской деятельности. Что самое главное и важное в вашей этой работе? Ну, самое главное, наверное, исполнять наказ наших избирателей, действовать в рамках законодательства и, конечно, действовать во благо наших жителей, республики, нашего наследия. Это очень сложная конструктивная работа, требующая коммуникации, требующая созидания, требующая, конечно, твердого понятия, когда ты можешь принимать решения во благо жителей. Ну и особого подхода. Все-таки Нижнеколымский район – это северо-восток нашей республики, там свои абсолютно законы. Вот, к слову, о наказах, о которых вы сказали в самом начале, какие вопросы удалось решить в последнее время? Я понимаю, что фронт работы, возможно, крайне огромен, но вот последние один-два, которые отложились в памяти больше всего. Ну, в основном у нас стояли острые вопросы по субсидированным билетам. Мы совместно с собранием депутатов нашего Государственного собрания УТМН решили данный вопрос. И помимо этого вопрос ставился во многих арктических районах, но во благо всех жителей нашего региона нам удалось добиться решения. Конечно же, стоят острые вопросы, это по строительству социальных объектов. Это совместная работа всех институтов, органов власти и, конечно, представительных органов. Вот мы очень сильно радуемся, что у нас за 5 лет очень построена большая школа в нашем административном центре, поселок Черский. Построен филиал детского сада «Умка». Построены объекты жилищно-коммунального хозяйства. И, конечно же, вот в этом году мы ввели, в прошлом году, извиняюсь, у нас был большой проект по строительству взлетно-посадочной полосы аэропорта Черский. Я вот поздравляю нашу авиацию Якутии, искренне им, да, благодарна за работу. И, конечно же, новый проект – это введение МАЭКа. Новая станция, которая будет нас обеспечивать. Ранее мы были зависимы от Чукотского автономного округа. Ну, работа, конечно, ведется, и эта работа должна быть слаженной совместно с органами местного самоуправления в целях благоустройства, благополучия нашего района и, конечно же, их жителей. К слову о жителях, как реагируют на позитивные изменения, Альбина Васильевна? В том числе, я думаю, и какие-то слова благодарности и вам выражают. Ну, я уже осуществляю свою деятельность на протяжении, это уже у меня 3-й созыв. Вот. И, конечно, опыт работы очень большой, колоссальный, трудоемкий. Жители, конечно, радуются, потому что на протяжении многих лет Арктика чуть-чуть отставала в развитии. Вот сейчас мы очень ждем оптоволокно. И, конечно же, очень признательна Айсену Сергеевичу, что в последнее время он частый гость нашего района. Именно и не только нашего района, но и арктических районов. Альбина Алексеевна, еще одна важная часть вашей работы – это Комитет семей воинов Отечества. Расскажите о основных направлениях. Ну, основные направления, конечно, это помощь, объединение усилий по вопросам наших участников специальной военной операции, в том числе их членов семьи. Я хочу сказать, что наш регион был одним из самых первых, который наладил работу, совместную работу всех институтов по данному направлению. Работа тоже требовала усилий, и когда все это случилось, в 2022 году собрались наши матеря, жены и самоорганизовались. И, конечно же, у нас не было ни расстояния, ни должности, то есть мы работали во благо.
И спасибо, значит, нашему президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу через уста Юлии Александровны, нашего руководителя, федерального руководителя Комитета семей воинов Отечества, нас услышали, и с подачи Владимира Владимировича мы создались. И, конечно же, в нашей республике мы самоорганизовались уже официально чуть позднее, но работа велась постоянно и ведется. И главная цель, конечно, это чтобы каждая семья ощутила поддержку. И мы как инструментарий, как инструмент общения между заявителем и властью, и другими органами для получения вот именно решения всех вопросов по То возможности. есть, проще говоря, такой мостик взаимодействия между семьями и государством, то есть семьями тем, кому нужна помощь, поддержка Да. участников СВО. Вот к слову об этой поддержке, какого рода она? Это адресная помощь? Это помимо адресной помощи у нас есть полное сопровождение семьи. Конечно же, это под крылом наших социальных партнеров. У нас более 23 партнеров. Это различные ведомства, организации. И, конечно же, когда мы обнимаем семью, не так получили заявочку, да, и вопрос какой-то наболевший, и оставили семью в покое. Нет, мы сопровождаем до самого конца. И бывают очень разные ситуации, и каждый вопрос требует индивидуального подхода, потому что обстоятельства бывают разные. Я очень благодарна нашим социальным партнерам, всем ведомствам и, конечно, нашему правительству Республики Саха-Якутия, которые, как Владимир Владимирович сказал, без бумажной волокиты решать в ручном режиме. Мы это и делаем. Потому Да. что здесь, я думаю, что на первом месте она все-таки еще и скорость влияет. Да, скорость, да. Альбина Алексеевна, ведомство, ваше отделение работает по всей стране, по нашей республике есть большое число филиалов. Вот мне интересно, как выстроено взаимодействие с органами власти и региона, и федеральными, потому что зачастую нужны обращения в инстанции разных городов нашей страны. Да, у нас нейросеть добра распространена. Нейросеть добра. Да, распространена на 89 регионах, в том числе к нам присоединилась Республика Абхазия. Да, вот недавно буквально. И, конечно же, мы в ручном режиме, у нас создан свой чат, где мы, буквально получив обращение, смотрим, какого уровня оно требует решения, да, то есть или же обращение в вышестоящие органы, или мы можем это решить сами. Вот. И буквально у нас все мы знаем, что создан республиканский штаб «Вместе к победе». И совместно с нашими членами данного штаба мы решаем именно наши региональные проблемы. В случае обращения, которые требуются вмешательства, по любому сигналу наш представитель в любом регионе по любой заявке обращается, он посещает госпиталь, он наших ребят встречают, провожают. Это, конечно, слаженная работа тоже наших постпредств в разных городах, за что мы им тоже очень благодарны. Ну, работа ведется, да. Это вот слаженно. вам за 2 года удалось выстроить такой сложный, слаженный, четко работающий живой механизм? Да, ну, конечно, мы это бы не осилили, если бы не было пониманий, что мы все одна большая семья, и мы должны работать в одном направлении. И совместно. самое главное, в центре этого механизма наши живые жены и матери. Да. Альбина Алексеевна, хочу еще поговорить про патриотическое воспитание нашей молодежи. Огромный пласт работы сейчас нашим государством проводится в последние, не слукавлю, наверное, лет 5. На чем еще сегодня акцентировать внимание? Какой вектор нам закладывать? Я думаю, что вот хочу сказать и поделиться, что своим мнением, что все-таки сила в правде, и это говорят наши ребята, сила в истории, сохранение фактов и, конечно же, сила в семье. Но если семья у нас правильно
ведет свой вектор, имеет ценности семейные. Конечно же, это здоровое общество. На данный момент у нас на федеральном уровне реализуется ряд патриотических проектов. Это по увековечиванию памяти. И, конечно же, у нас есть свои авторские проекты в нашем регионе. Все слышали о наших белых мишках. И белые мишки у нас уже в отряде, в составе подводной лодки, 12 членов команды. И, конечно же, эти проекты рождаются самими людьми, мы их поддерживаем нашим обществом, нашими волонтерскими движениями. Конечно, это уникально. И у меня вот дочка говорит, что у нас очень так много, и в каждом городе она каждый раз убеждается, что наши якутяне везде. И Юлия Александровна говорит, как это у вас получается? Получается, конечно, благодаря тому, что все-таки наш регион хранит традиции. У нас очень крепкие семьи, многодетные семьи. И у нас, я считаю, здоровое общество. А в связи с новым временем, недавно мы посещали, вот сейчас на данный момент мы посещаем все волонтерские наши штабы. Вот. И, конечно же, мы посетили наш Агату, где были студенты, которые с самого начала помогают нам. И я уже вижу другой взгляд. Если изначально они относились к этому, ну, как, может быть, невнимательно, может быть, как-то не вслушивались, что мы говорим. Сейчас же, я вот буквально три дня назад была, я об этом и сказала, что я вижу совершенно другие глаза. Понимающие, отзывчивые, и ребята готовы дальше работать в направлении помощи специальной военной операции. Ну что ж, Альбина Алексеевна, я уверен, что они будут работать, и с тем огромным вниманием, которое наше государство сегодня уделяет молодому поколению, пока за наших детей, подростков беспокоиться, я думаю, смысла нет, да и в будущем тоже Да, смысла совершенно нет. верно. Я благодарю вас за интересную беседу, спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо, Петр. Спасибо. Это было актуальное интервью. До встречи.